Дети проводят слишком много времени с гаджетами. Эта проблема знакома многим родителям. В попытках обернуть это время в пользу ребенка родители ищут приложения с образовательными играми. Написать букву, составить слово, собрать алфавит или подобрать картинку по смыслу теперь можно и на абхазском языке. Компания Amobile поддержала разработку Анбан – интерактивного образовательного приложения для изучения абхазского языка. Мы уже давно поддерживаем проекты, которые направлены на развитие языка, озвучиваем мультсериалы, аниме, записываем аудиосказки на абхазском. Сегодня новый этап этой работы, и мы с гордостью представляем наш новый проект, мобильное приложение Анбан для детей от 3-5 лет. Это совершенно новое, то, чего еще не было в Абхазии, образовательное приложение для детей всех возрастов. Шая хасаб, аба, ягурхар, бешба, ихалойт, аку. С предложением создать обучающие игры на абхазском языке в компанию Amobile пришел разработчик, преподаватель Абхазского госуниверситета и образовательного центра STEM Lab Давид Коява. В его команде еще 4 программистов из России, Беларуси и США, которые познакомились, когда проходили обучение на образовательной платформе Skillbox. У нас была неуверенность в том, что мы справимся, поэтому мы выбрали самые простые механики. То есть это не совсем одна игра, это набор игр, в основе которых лежат базовые механики, которые даже ребенок разберется. Поначалу было сложно, потому что мы никогда такое не делали, поэтому первый месяц прям мучились над разработкой ядра игры. И где-то заняло 4 месяца. Как оказалось, это самое простое было. Сложнее было игру наполнять визуалом, контентом, словами, картинками и озвучкой. Слава богу, от Amobile была отличная поддержка в этом плане, и работа хорошо строилась. Наполнить игру абхазским содержимым Давиду Коява помогали многие. Композитор Тимур Агрба написал музыку специально для приложения. Аниматор, автор мультфильмов Астамур Квициня консультировал команду разработчиков по созданию образов. С вопросами в области филологии обращались к Ноне Тхуазба и Амине Лазба. Главным героем игры стал талисман компании Amobile, уже знакомый многим мальчик Таташ. А голос ему подарил 12-летний Нарт Тыркба. Конечно, не без помощи звукорежиссера Алхаса Марколия. Мшибзея хучква, шайха хмарб, сарайся их зуб Таташ. Я озвучивал персонажа Таташ, и это было не так легко. 514 слов я озвучивал, даже больше. Как-то раз я не мог выговаривать букву «Ш», и Алхас Марколия карандаш мне в рот засунул. Я выговорила эту букву. Дети должны разговаривать на своем языке, чтобы дальше еще их дети тоже разговаривали, чтобы наш абхазский язык не терялся. Приложение Анбан – это 10 интерактивных мини-игр. Каждая помогает ребенку развивать речь, воображение, память и базовые навыки счета. Яркие цвета, приятная музыка, простая механика игр позволяет сделать обучение легким и приятным даже для самых маленьких. Эта тема нам близка. Почему? В первую очередь, потому что Давид Коява является нашим преподавателем, и он преподает курс по разработке игр на платформе Unity. Это специальная платформа, на которой создаются подобные игры. Такую работу надо масштабировать. Государство, я надеюсь, обратит внимание на подобные проекты, на молодых людей, которые фактически за счет энтузиазма занимаются такими вещами. Поэтому еще раз выражаю благодарность всем, кто организовал этот проект. Действительно, это очень важно. А молодым ребятам, которые хотели бы научиться разрабатывать игры подобные, в STEM Lab предоставляет такую возможность и такие курсы. Приложение Анбан уже доступно в Google Play и App Store. Если скачиваний будет много и приложение понравится пользователям, авторы готовы продолжить работу и добавить новые мини-игры с более сложной механикой для детей постарше и взрослых. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.